Мы продолжаем говорить о развитии системы здравоохранения. Сегодня гость нашей студии — заместитель министра здравоохранения Ингушетии Хеди Угурчиева. Хеди Юсуповна, здравствуйте. Добрый вечер. Начнем наше общение с вопроса обеспечения медучреждений высокотехнологичным оборудованием. Оно поступает, этот вопрос обсуждался и на встрече президента России Владимира Путина с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Расскажите, как обстоят дела со специалистами, которые занимаются установкой этого оборудования? У нас высокотехнологичное и для специализированной медпомощи оборудование поступает в рамках национального проекта и других наших федеральных и региональных программ, которые реализуются в системе здравоохранения нашей республики. В рамках национального проекта по федеральным проектам борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкозаболеваниями у нас поступило из года в год уже на протяжении с начала реализации мероприятий национального проекта поступает медицинское оборудование, которое уже превышает, именно высокотехнологичное оборудование превышает уже 90 единиц. Это оборудование у нас монтируется в учреждениях третьего уровня. Это наша Ингушская республиканская клиническая больница, где у нас буквально в прошлом году мы закупили, мы его называем тяжелым оборудованием. Это ангиограф, на котором у нас наши специалисты имеют возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, не отправляя наших пациентов за пределы нашей республики. Также у нас пополняется парк медицинского оборудования в онкологическом диспансере, где также оказывается и специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь. Специалисты у нас обучены. Когда мы ожидаем поступления оборудования, у нас заранее составляется кадровая программа, мы смотрим, какие кадры у нас могут быть задействованы для работы на этом оборудовании. Подготавливается помещение, только после этого производится ввод в эксплуатацию. И, соответственно, простое оборудование у нас нет. Каждая единица оборудования, закупленная в рамках национального проекта и других федеральных программ, у нас работает в прекрасном режиме. Именно то оборудование, которое мы закупили по нацпроекту. Но у нас есть еще федеральная, я хотела бы отметить, федеральная программа по медицинской реабилитации. Вот в рамках этой программы мы смогли оснастить реабилитационное отделение Сунжинской центральной районной больницы, реабилитационное отделение Джайрахской районной больницы и Ингушской республиканской клинической больницы. Мы сумели охватить оснащением этим оборудованием практически все направления медицинской реабилитации. Это и нейрореабилитация, соматическая реабилитация, реабилитация опорно-двигательной системы. Поэтому наши пациенты, которые получили курс необходимой медицинской помощи специализированной в наших стационарах, имеют возможность далее продолжить лечение, получая курс медицинской реабилитации. Вот у нас высокий показатель продолжительности жизни. Как выводится эта шкала и есть ли там какая-то формула? Ожидаемая продолжительность жизни – это, своими словами можно сказать так, что когда рождается ребенок, та жизнь, ему предстоит прожить, мы сможем рассчитать при условии, что те структуры смертности, которые преобладают во время его рождения, будут сохраняться на протяжении всей жизни. Поэтому там используются практически все показатели смертности, рождаемости, все наши демографические показатели, и по специальной формуле данный показатель рассчитывается. Можно сказать, отметить хотелось бы, что данный показатель в нашей республике, он у нас один из самых положительных. Мы на втором месте среди субъектов Российской Федерации. Хеди Юсуповна, можете сказать, в ближайшие 5 лет какие объекты здравоохранения будут построены в регионе? В этом году, в 2024 году, наш национальный проект здравоохранения завершает свою работу, кроме федерального проекта «Модернизация первичного звена». Этот федеральный проект у нас погружается в следующий национальный проект, о котором говорил президент нашей страны, «Продолжительная активная жизнь». Он погружается в этот национальный проект и будет работать до 30-го года.
Вот на ближайшие 5 лет, конечно же, у нас очень много мероприятий запрогнозировано, в том числе и строительство и ввод наших объектов здравоохранения, оснащение первичного звена. Особый акцент делается именно на первичное звено здравоохранения, так как это звено является ядром всей системы здравоохранения. Мы будем выстраивать оказание медицинской помощи, начиная с каждого сельского поселения, с каждого жителя нашей республики, чтобы наши жители могли бы получить квалифицированную медицинскую помощь даже в сельских... Не выезжая из сельского поселения. Да, даже в сельских медицинских организациях. А по поводу поставки оборудования, ФАПы в сельские поселения что-то планируется? Да, у нас в этом году у нас начинает строиться наша участковая больница в сельском поселении Алиюрт. Это тоже объект из первичного звена здравоохранения. В следующем году ожидается строительство у нас фельдшерско-акушерского пункта в сельском поселении Чемульга. И далее у нас планируется обновление тех объектов, которые у нас уже имеются в системе здравоохранения. У нас некоторые объекты находятся в ветхом состоянии, поэтому планируется их строительство. Это и Карабулакская больница, это и Малгобекская районная больница, и районная поликлиника в сельском поселении Икажево. У нас возводятся не просто объекты, в строительство этих объектов входит и полное оснащение современным медицинским оборудованием. Хадия Юсуповна, благодарю за визит в нашу студию и за информацию.